Арктика станет чистой. В этом Коми помогают волонтеры при поддержке правительства. Так, в этом году в реализации федерального проекта «Чистая Арктика» на территории республики приняли участие почти 160 человек. Собрано 250 тонн отходов. Итоги первого сезона сегодня подвели на совещании с министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чепунковым. В совещании принял участие глава Коми Владимир Уйба. Мы стартовали в июле 2021 года. Было подписано распоряжение главы Республики Коми, которым был определен перечень объектов, предлагаемых к участию в проекте, утвержден региональный план мероприятий, региональный штаб создан, и вошли в состав регионального штаба все заинтересованные и местное самоуправление, и волонтерские организации, и федеральная компания, и местные. Объекты, предлагаемые к участию в рамках проекта, были определены на территории 2 муниципалитетов, которые входят в арктическую зону. Это несанкционированные свалки твердых коммунальных и промышленных отходов в городском округе Усинск и навалы строительных отходов, возникшие в результате разборки ветхих зданий в исторической части города Воркута. Так, к примеру, в Усинске волонтеры вывезли мусор с 2 объектов с несанкционированной свалки коммунальных отходов и вышедших из употребления автомобильных покрышек и около памятного знака «Полярный круг», который расположен в 100 километрах от города. В последующие 3 года проект «Чистая Арктика» на территории Коми будет продолжен. А зона охвата будет расширена. Помимо Воркуты и Усинска, волонтеры уберут территории Инты и Усть-Цилимского района. В первом квартале 2022 года этот перечень будет актуализирован, сообщил глава Коми.